В сегодняшнем видео мы расскажем о плюсах вхождения в Евразийский экономический союз для Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как оценивают российские эксперты положение страны. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Наш проект не преследует сугубо коммерческих целей, однако всеми нами движет общая идея – честные и объективные новости без выгоды третьих лиц. Просим вас поддержать наш проект и его развитие. Ссылка для помощи будет под этим видео в описании. Идея объединения евразийских государств в единое экономическое пространство возникла еще в 1994 году. Постепенно развивая интеграционные процессы, Беларусь, Казахстан и Россия создали таможенный союз, который начал функционировать с 2010 года. Между тем, есть одно государство, бессменный лидер которого с первых дней создания таможенного союза постоянно и неустанно заявляет о необходимости интеграционных процессов, но так и не может перейти от слов к делу. Это Таджикистан. За этот период, пока Эмомали Рахмон во всеуслышание говорит о стратегическом партнерстве с Россией, и таможенный союз стал основной его составляющей. Благодаря этому граждане стран, членов организации, свободно перемещаются, развивают деловое партнерство, продвигают образовательные, культурные, интеллектуальные и иные проекты. Тогда как около 2 миллионов таджиков, которые работают, учатся, приезжают к родственникам или на лечение в Россию, лишены тех возможностей, которыми пользуются их соседи из Киргизии в рамках ЕАЭС. Таким образом, позитивные процессы внутри ЕАЭС динамично развиваются, и, в отличие от таджикистанцев, граждане стран ЕАЭС ощущают значительное облегчение в повседневной жизни. Признав все это, другой сосед Таджикистана, Узбекистан, уже готовится к членству в ЕАЭС. Большинство экспертов и политологов единодушно во мнении, что Евразийский экономический союз является достаточно эффективным международным объединением и поэтому не мог найти логического объяснения отсутствию стремления официального Душанбе к нему. Нет необходимости характеризовать наши отношения, это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова, отношения стратегического партнерства. У нас и политический диалог налажен, и в военной области мы сотрудничаем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Под каким бы углом ни смотреть, для таджиков и Таджикистана вхождение в ЕАЭС – большое благо. Конечно, за исключением правящей элиты или тех зарубежных игроков, которые всячески стремятся не допустить сближения бывших советских республик. Тем более на фоне укрепления международного авторитета России, которая является ключевым игроком на стыке Запада и Востока. Как бы то ни было, врагов России можно понять. Всякая ненависть исходит от зависти, а Россия на зависть им укрепляется и модернизируется успешно. Но понять парадоксы таджикских политиков нелегко. Стратегический партнер в лице Рахмона избегает реальных шагов по интеграции, а объявленный экстремистом оппозиционер, напротив, требует этой самой интеграции. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.